Тебе, Илья Пономарев, как россиянину, вопрос простой. Насколько ты оцениваешь интерес России в протестах во Франции? Связи между Россией и Францией традиционно очень сильны. И на самом деле самая сильная связка у России вот внутри какой-то страны, наверное, есть именно во Франции. И это старая белогвардейская элита, это все эти вот беглые графья. Но потом с коммунистами тоже нормально дружили, да? С коммунистами там были разные периоды отношений, больше это было связано с антиамериканизмом французской элиты, но вот сейчас у Путина там действительно есть надежные и сильные очень союзники, потому что вся эта белая эмиграция, она ориентирована, она империалистична по своей природе, и поэтому очень сильно ориентирована на Путина. И Франция тут вот абсолютный авангард. Что касается такого вот, конечно, подозрения о том, что там Россия как-то участвовала в разжигании этих протестов, я думаю, конечно, это не соответствует действительности. Протесты носят объективный характер, внутрифранцузский характер, и там очень много есть фактор лично Макрона, то, что у него были несколько там очень неаккуратных высказываний, которые... Он обещаний много давал разных, он такой популист. Более того, он же левый, сильно поправевший левый, да, то есть человек с левого фланга, перешедший в центр, такой как Тони Блэр. Очень пластичный политик, скажем так. Да, поэтому часть левых считает, что вот он такой предатель. В этом плане такой тоже есть эффект. Вот они, соответственно, вышли на данный момент на улицу. Я реально не понимаю, что ему надо сделать для того, чтобы это дело загасить. Именно потому, что этот протест, он... Но мы и не французские журналисты, и не французские эксперты, бог с ними, это не решается. Но то, что Россия будет на этом играть активно, это безусловно. И то, что эти протесты играют Кремлю на руку, это точно. Потому что они дополнительно высвечивают действительно существующий кризис либерального миропорядка, и кризис глобальной экономической модели, и кризисные процессы внутри Евросоюза, и они действительно дают пример антиевропейским силам в разных странах о том, что можно таким образом протестовать. И действительно, это серьезное требование относительно НАТО. Оно происходит, кстати, с левого фланга, то есть там с правого фланга идет евроскептицизм, то есть это вот сторонники Ле Пен. Им, в общем, все равно до НАТО, да, евроскепсис оттуда. А с левого фланга идет антинатовская история, потому что это фланг настроенный против американского империализма, американской военной гегемонии, они выступают за нейтралитет Франции. Это как раз вот даже в некотором смысле галлийская такая повестка. Да, это когда при Союзе так было. У них же было получленство в НАТО, такое, они только были в политическом. Да, это было так. Вот